Çöllerde vardır batır, çöllerde vardır batır. Hırımğa atnem geçti, kalmadı izleri. Prokuratura, politsiya, kimse bilmey hayette batır. 100.000 harbi adamlar batırını tutup olamaylar. Özbekistan. Yok, biz Kırım Tatarız. Крым татары. Узбекистан değil. Ну, просто такая штука была, что у меня появились, начал я, не то что начал, за какой-то короткий промежуток времени я несколько песен у меня так набросалось, да. То есть ты автор песен? Да, не всех. То есть, вначале я набросал какие-то песни и играл их. Подумал, вроде прикольные, да, что-то в них есть интересное. И, пару своих приятелей, один из них был сценарист, с которым я писал сценарий, позвал. И говорю, давайте что-то поделаем, может что-то получится. Просто, без всякого там. И мы начали репетировать одна за другой, и гитарист предложил свою мелодию, мы записали на нее текст новый. То есть оно вот так произошло, как произошло. А у тебя есть музыкальное У образование? меня нет музыкального образования. Я не учился. У меня в семье обе сестры учились. Я слышал все гаммы каждый день. Очень много арпеджио, все эти дела. Со мной бы это не сработало. Вот, этого нет. И, в общем, получилось так очень, что мы какую-то музыку делали, даже выступили на пару фестивалей, на радио. Вот. Потом так получилось, что ковид, и все куда-то отвалились. А я подумал, ладно, ребят нет, я что-то сам. И вот попробовал с Джамилем Мамутовым сделать, с одним, с другим. Поехал во Львов, там одну песню со львовскими ребятами записал песню. И мне стало прикольно, думаю, классно, я в каждом городе, в каждом городе записываю новую песню. Слушай, это в твоем понимании это инструмент общения или это попытка самовыражения? То есть что это? Ты хочешь себя заявить как музыкант или просто хочешь о чем-то сказать? Да, знаешь, нету ощущения, что я хочу заявить себя как музыкант, такого нету. Вот просто появилось, и я такой говорю, ребята, смотрите, есть классная вещь, может попробуем. И я вижу, что им начинает нравиться. Вот, допустим, во Львове такая история была. Людей я почти не знал, я познакомился, и говорю, вот есть музыка такая, я там что-то написал, давайте попробуем. И им понравилось. И здесь два момента. Конечно, всегда хочется распаковаться больше, да, не только там в каких-то направлениях, там, фильм, еще какая-то что-то. новая грань, да, получается? Новая грань, да. Вот это, знаешь, что я скажу? Это ощущение погружения в свою песню, да, в все, что ты написал. Это какое-то кайфное состояние. Вот когда ты ее записываешь, чувствуешь ее, это погружение в себя, и потом видишь, когда люди слушают, они погружаются или нет. То есть этот процесс, не знаю, он какой-то просто гипноз какой-то. Вот и все, наверное, Я не могу там точно выразить, это для самореализации или это для... Как получится. Да, как получится. Расскажи про это место вообще, где мы сейчас находимся. Это что за район и как ты попал сюда? Да, это Галата-Порт называется. Его сделали таким, как я понял, что какое-то время назад это было просто такое очень лохматое место такое, да, не очень ухоженное. Его сделали таким очень современным, закрытым портом. Здесь прибывают разные корабли такие огромные, всякие, с разных стран. Летом вообще просто каждый день они здесь. Вот. И я здесь иногда бегаю по утрам в этом порту. Просто, на самом деле в Стамбуле нету, по крайней мере в центре, места спортивного вообще никакого майданчика, ничего. Если сравнивать с Киевом, то там в Стамбуле вообще ноль спорта для людей, 0 места, где можно подтягиваться, еще что-то. Вот. И это единственное место, где я спускаюсь и побегаю пару километров, прогуливаюсь. Я здесь живу недалеко, на Бейуглу. То есть, если это Каракёй, то я на Бейуглу, чуть дальше. Я здесь рядом, 10 минут.
Я люблю море, просто люблю море. Вот, и я когда здесь, я вот, когда приехал, я такой около моря стал, этот запах, и здесь запах хороший моря был такой. Хоть несмотря на то, что Босфор, да, здесь куча кораблей, всего там, но запах моря такой свежий был. И ощущение было, что вот этот, что вот там за сколько-то 200, 300, 400 километров, вон там дом, вот там, вот прямо, недалеко. Да. И там мои родители этим же запахом этого же моря дышат, этот же воздух. И вот это какой-то контакт, ощущение, ну, конечно, я люблю море еще, да, тоже люблю. Ты же, получается, в 2015 году уехал. Да. То есть это давно. Давно. Вот у тебя вот это вот ощущение дома, оно у тебя стерлось вообще, подзатерлось? Мне вообще не затерлось. То есть дом для меня дом, то есть дом и остался. Эти эмоции, они связаны с домом всегда. Ты сам вообще чувствовал то, как ты себе пытался объяснить, почему ты здесь? Да не, я не чувствовал ничего. Просто какие-то состояния, знаешь, странные состояния таких, в которых ты находишься, ныряешь в них и такой, что-то делаешь в них непонятное, такой, а что? И в этих состояниях ничего не получается. Вот, как правило, все плохо. Единственное, что получается, что-то делать творческое. Вот на это прям вот какая-то сила прям, да. Вот это состояние, оно всегда в какое-то творчество бросает, и вот что ты начинаешь делать творческое. Вот в этих состояниях, в этих перепадах, как тебе удается, ну, как бы следовать какому-то плану, какому-то пути, или у тебя вообще нет этого пути? Да, вот дело в том, что там разные есть способы. Мне кажется, первый способ это, ну, тот, который, что тело, ощутить свое тело, что вот я здесь, вот мое тело здесь, я вот все, я в этом месте. И вот это, наверное, всегда как бы заземляло меня. Вот. Потом какую-то пользу, то есть хочется делать что-то обязательно. И вот это что-то всегда надо делать, то есть пойти кому-то помочь, да, все что угодно. И вот это вот всегда как бы вытаскивало из, не знаю, депрессии или как это назвать. Ты, условно говоря, на одном месте усидеть не можешь, да? Ты себя помнишь в Крыму? Ты себя крымским помнишь? Нет, на самом деле я такой человек, что я никогда не думал, что я дальше Крыма поеду. Да, я о чем-то мечтал, у меня были желания, но Крым это всегда то место, где я туда, куда возвращаюсь. То есть, да, вот мне так было, что это вот. То есть я не тот человек, как, ну, типа, да, мне нравилась жизнь хиппи, очень нравилась. Автостопом жизнь вот такая, когда ты не знаешь, что завтра. Ну, это очень романтично. И у меня были такие друзья, и они мне очень нравились, но я думал, сколько у них смелости вообще вот идти на это. Я вообще не из них, я такой домашний, оседлый парень, вот так вот. Но мне кажется, что действительно я ехал, чтобы что-то сделать и домой. Вот так вот. Как типа сходить за хлебом. Но чуть-чуть дольше. Да? Сразу получилось два момента, что я делаю проект, снимаю проект, кино снимаю и поступил в университет. Я для себя это не то, что оправдывал, но что для меня я действительно занимаюсь делом, а не просто там. Не просто выехал. Да, не просто там. Ну, не праздное такое путешествие, да? Да, конечно. Ну, получается, что ты как бы себе на тот момент объяснил, что ты едешь заниматься делами, да? Конечно, да, так и. Путь всегда мне нравится, вот именно сам путь, вот это перемещение, да, момент перемещения. А потом, когда ты останавливаешься, Ну, подумать. вот в этот момент становится немножко, ну, всегда страшно. Ну, блин, а что дальше? Что с этим делать? С кем общаться? Кто вокруг есть? Ты все время один в этом пути? Не один. Ну, ментально. Ментально один, да. Просто, знаешь, меня не покидает одна мысль, Да. сказанная человеком. Вот у меня вчера вышел фильм, там, Исмаил Агакеримов. Ага. Он в конце фильма он сказал, что человек, который находится в чужой стране, когда он умирает, даже двух человек нету, которые пойдут его хоронить, то есть пойдут за тобой, за этим телом. Ну, это такая условная, очень условное такое высказывание. Но ты же согласен с этим, что есть понятие джимат, есть понятие социального Да. окружения? Абсолютно. Для меня вот это ощущение племени, ну, очень сильное. И я вот в какой-то момент себя поймал на мысли, да, что я как вот племенной человек действительно вышел из племени, умер, да. То есть если человек из племени выходит, да, ну там, я не знаю, как из общины, ну это в какие-то времена было такое, племенные, да, то он мог, ну, потеряться, умереть. Вот. И у меня Я тебе больше Да. скажу, когда выгоняли человека, это верная смерть означала. Да, есть такое. И у меня вот такое ощущение было, что я вот человек, который вне племени, и мне вот очень плохо вне племени. А что делать, чтобы дальше жить? Типа надо условно уметь, я не знаю, это слово не очень уместное, типа ассимилироваться.
ну, давай так, строиться. Да, социально. строится. Просто, знаешь, я наблюдал за некоторыми людьми, они вот такие не очень племенные, знаешь, не очень Да. племени. И они очень хорошо находят себе вот этот, знаешь, то есть где бы они ни ходили, им окей. Я сейчас не про айтишников вообще, про других людей. Вот, те, которые не очень миличи, знаешь, такие вот, они переедут, и им окей, то есть им как-то легче. Вот. Я понял, что мне вот это ощущение племени, оно нужно. Я с кем-то встречусь, со своими друзьями, крымскими татарами, я все, настроение поднимается. Что делали? Да ничего не делали, просто поговорили, кофе выпили, чай попили, проблемы обсудили. И вот это вот, ну, очень нужное. Ритуал, скажем так. Вот этот очень важный вопрос. А что дальше? Ты себе часто задаешь? Да, конечно. И как ты на него отвечаешь? Ну, это серьезный вопрос просто. Серьезно, очень серьезно. Не знаю, что дальше. Но мне кажется, сейчас мир такой непредсказуемый, что вот я как бы ссылаюсь на этот мир тоже. Что он сейчас непредсказуемый. И он мне сейчас какие-то диктует условия. Так давай я не буду себя сейчас мучить и задавать эти вопросы, что дальше. Взрослее, наоборот, ну так получается, что я меньше думаю, что дальше. Ну вот как-то так. А в каком-то там лет 10 назад или 15 я думал, что вот я здесь, я в Крыму, вот строю дом, вот машина, вот еще что-то. То есть вот такое вот, ну, основательное мышление было, что здесь вот это навсегда здесь. И жизнь это вот такая, это навсегда там. А сейчас такого нет у меня ощущения. Слушай, а ты сможешь вообще вернуться в эту жизнь? Дом, машина, забор? Не, мне очень хочется дом, действительно. Не, я именно вернуться в то состояние, понимаешь? Я не знаю. То есть, это знаешь, это как получается сигарета. Вот если их никогда не пробовал, ты и не хочешь курить. То есть, а когда ты уже увидел вот это движение, эту жизнь, вот в это состояние обратно, ты сможешь вернуться там, ну, быть таким обычным там человеком, ходить в магазин, там, на какую-то работу, там, что-то делать? Я для себя так определил, что да, я хочу жить в Крыму, иметь свой дом в Крыму, находиться там, но иметь возможность быть человеком мира тоже. Двигаться. То есть зависать там какое-то время, действительно залипать, там общаться со своими всеми родственниками, делать с ними вкусную еду, чебуреки, я не знаю, плов. И иметь возможность отдавать себя тоже, транслировать свои мысли, свои идеи куда-то за пределы. То есть вот как-то так. Это ты не связываешь это с возможностями, которые тебе открыло это путешествие, это движение? Ну, конечно, связано. Ну, так и есть. Ну, и вообще-то, сейчас почему-то мысль пришла, что, что территории, они, вот это завоевание территорий, это не только физическое завоевание территории, что это не только ты физически, находясь там, поставил колышек, и ты там находишься, а это и свои, ну, завоевание территории своими идеями, своими проектами, я не знаю. То есть увеличивать себе территорию, это тоже интересная тема, не находясь, да, не находясь там, допустим, в Польше, там, еще где-то. Ну, условно говоря, у меня был фильм, да, один успешный, ну, несколько было, один более успешный, и он поездил по странам разным. И я с этим фильмом тоже поездил с этим, ну, по этим странам. Я подумал, как круто, да, мой фильм ведет меня в какие-то страны, где я никогда не бывал. Прокладывает дорогу. Да, прокладывает мне дорогу. И я там что-то говорю, мы там какую-то дискуссию устраиваем, я что-то там рассказываю. Я такой думаю, вообще очень, ну, необычная ситуация. За меня там платят, за дорогу, за отель. Приглашают. Да, и хорошо относятся. Я думаю, как это, ну, мне это очень нравится, да? Что вот что-то, какой-то мой продукт меня вот, да, расширяет вообще границы. Ну вот. То есть сейчас, как, мне кажется, как Чингисхан расширяет Золотую Орду, да, ну там, в смысле физически, этот путь не очень. Ты увеличиваешь географию крымских татар, карту. Ну, это... Ну, громко сказано, да, но да. по факту. Ну вот, да, я как бы об этом говорю. А смотри, это интересный момент. А ты понимаешь, что становишься рупором народа? Ну, Ты я- чувствуешь ответственность за свое творчество перед народом и перед теми людьми, кому ты презентуешь народ через свое творчество? Я не могу сказать, назвать себя рупором, вообще вот не рупор. Ну, ты по факту являешься. Ты когда выходишь на сцену, тебе говорят крымско-татарский режиссер. Да. Тебе же не говорят украинский. Ну, украинский окей, ладно. Тебе же не говорят азербайджанский режиссер. Ответственность есть, конечно, есть. Блин. И есть классный драйв, когда ты выходишь, и на тебя смотрят, и ждут от тебя. Men gittim dağlara, men gittim dağlara, men gittim dağlara, çobanlık etmek. Dağların yolu uzun,
İki latte. Böyle alacağım. İki latte. Hangi boy? Büyük mü? Küçük mü? Büyük. İşte büyük. Ve Yumuşak olsun mu? yumuşak mı? Yumuşak, yumuşak olsun. Ah, Başka? ve flat white. Geç bak. Evet. Brownie cheesecake. Brownie cheesecake. Evet. Тебе вот это, да, треугольник? Да, да, да. Пеннерли сэндвич. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя получается ну, жить в чужой стране, там, платить там какую-то аренду, покупать какую-то еду? Вообще, как человек, ну, мигрант, я могу тебя мигрантом называть? Не, мигрантам мне не очень нравится. Как ты сам себя называешь? Не знаю. Путешественник. Путешествие. Ну хорошо, окей. Ну путешествие, путешествие. Длиной в жизнь. Ну смотри, что я делаю? Мне всегда стрём насчет денег. Типа, мне не хватит, и закончится через месяц. И до сих пор у меня это стрём. У меня есть какая-то сумма, которая вот лежит, я ее не трогаю. НЗ. НЗ. Небольшая, там, на месяц, 2-3, может. Ну, это нормально. Вот. И она лежит, я ее не трогаю. Я пытаюсь к ней не касаться. Мимо нее Вот, ходишь, да, ее нету. И всегда думаю, если вдруг не получится, что я сделаю? Ну, у меня есть куда вернуться. Да, у меня есть жизнь. Ну, я могу поехать, я могу устроиться на работу очень простую. Поехать куда-нибудь за Стамбул, в село. Я найду там кайф свой тоже. Мне нравится язык, я бы общался с людьми простыми. То есть у меня есть вот, да, мне нравится Карапёй, вот Беоглу. Нравится это место, классно. Да. И, Немножко попсовый, ну. да. И есть куда вернуться. Мне тоже будет там хорошо. Когда ты приехал в Стамбул, ты почувствовал вот этот вот, ну, так, я не люблю это слово вайб, но вот ощущение диаспоры, ощущение крымских татар в Стамбуле, оно у тебя есть это ощущение? Или ты как бы все-таки пропадаешь, вот ты выходишь на улицу и ты как бы растворяешься в этом обществе? Сложно сказать. Мне вообще Стамбул нравится. И давно нравился. Я сюда приезжал, и я люблю очень Стамбул. И я какое-то время назад, не знаю сколько лет назад, пробовал читать, переводить песни турецкие и даже известного суфия Мевляна Джаляльдин Руми, его стихи. Да. Пытался переводить с турецкого на русский. Когда-то. И мне нравилась сама речь, само звучание и сами смыслы. Они такие, типа, какие-то, что-то такое глубокое в них было. Вот. То есть у меня какая-то вот связь, вот не знаю, какая, но была ощущение Турции, да, вот, что это мне не чужое вообще место. Да. Вот. И когда я здесь нахожусь, то мне нравится слушать речь, когда говорят люди. Я не то, что в ней растворяюсь. Тебе нравится находиться в этом обществе, да, в этом окружении? Да, мне нравится. А Я ты не то, что- частью окружения себя чувствуешь этого? Мне сложно сказать. Вот я не могу сказать, часть я или их, или... Не, ну как, вот как Или- ты себя ощущаешь? Ты, допустим, ну, если я сижу, допустим, в Гуанчжоу, да, и слышу просто чириканье какое-то вокруг себя, я же не могу себя частью ощущать этого. А ты вот, Блин, находясь это очень здесь, философский вопрос, понимаешь? Часть этого, как или... ты себя ощущаешь? Не как я тебя ощущаю. Конечно, я скажу, ты не часть. А как ты сам себя ощущаешь? Знаешь, по-разному всегда, разное общество. Пойду в мечеть, стану со всеми в ряд на намаз. Конечно, часть. Да, одинаковое движение делаем, все, часть всего этого ритуала, да, часть, можно сказать, часть этой жизни. Ну, я часть этого всего. Если пойду в какое-то незнакомое место, где меня подозрением ко мне относятся или меня обманывают, Да. то, конечно, для меня я не часть этого. А тебя пробовали обмануть? Да, мне пробовали обмануть, конечно. Ну как вот, как ты это переживаешь вообще? Как вот это перекликается с тобой внутренним? Ну, во-первых, я это чувствую, когда обман начинается, я Да. на любом языке, на любом, Когда калькулятором начинает так в лицо считать. да, на любом языке я это чувствую, что меня начинают обманывать. Ну, это вообще неприятно, на самом деле. Я в какой-то момент шел на этот обман. То есть, хорошо, вы меня обманываете, давайте дальше общаться. Да. Что мне было интересно, что будет в конце. Ну, вот в конце этого обмана. Мы выйдем на что-то среднее, на что-то среднее или вообще полный провал. Ну, что-то среднее в смысле компромисс, да, который тебя тоже может Да, устраивать. который меня тоже может устраивать. Ну, в итоге я поверил и думал, да, хорошо, вы меня обманываете, но меня это устраивает. Да. В итоге мы пришли оформлять этот документ, и они еще раз завысили ставки.
И тогда мы ушли. Все, нет, не получится. Я тогда сказал, так, если чувствуешь, что тебя обманывают, просто не иди туда. Ну да. Ну, это есть, согласись, это есть. Это есть. То есть они смотрят на человека и пытаются как-то в соответствии с внешним видом, наверное, да, как-то... Ты что-то же про приш- Турцию говорим, да? Про Турцию только... Мы сейчас про Турцию говорим. Я думал, про общих людей. Да. Не-не-не, это, по-моему, это чисто турецкий вайб, вот эта вот тема. Ну, мне кажется, есть ощущение такое, что здесь уровень, скажем, вот эта дельта обмана, дельта, Да-да-да. зависит от дельта, насколько ты ябанджи. Да. Вот если максимально ябанджи тупой, то можно... то эта дельта, она как бы растет. Когда где-то нахожусь, там, если что-то мне надо, в такси или еще где-то, максимально пытаюсь их Не отсвечивать, да? речь их, ну, чтобы она похожа была на турецкую, моя Да. речь. Меньше говорить, но как будто я на турецком очень Да, чистым да. говорю. Если Ну, надо, слушай, если мне надо адрес, просто показываю на карте. Она бурaya gerek. Ну, это же получается, ну, типа мимикрия получается под окружающую среду, то есть ты пытаешься слиться с этой средой. Я не знаю даже. Просто выжить, наверное. Есть такое ощущение, что когда ты отдаляешься от Земли, от планеты, да, как будто бы ты начинаешь больше понимать про эту планету. Вот ты, отдалившись от своего народа, ты начал больше про него понимать? Такой вопрос хороший. Ну, во-первых, я начал понимать то, что я нуждаюсь в народе, я нуждаюсь находиться, быть среди своего народа. То есть вот это я точно понял. Я понял, что какие бы там внутри люди не были, разные, мне они интересны. Я хочу находиться среди них. Вот. Конечно, со стороны есть моменты, что когда отдаляешься, смотришь и видишь, мы, оказывается, вот такие вообще. Да? Вот мы вот такие, мы очень, ну, не знаю, почему у меня ощущение, что мы какие-то немного сельские. Такие. Ну, ты научился принимать это? Вот принять, что мы там где-то немножко сельские, Да. где-то немножко простоватые. Абсолютно. Я есть- даже говорю, вот, да, действительно, у меня есть, кто-то говорит, ну, что-то, ладно, не буду про человека говорить. Не, давай в общем, не надо конкретно. Я говорю, что я родился в селе. Не родился, я родился в Узбекистане вообще. Я Вырос жил в селе. большую часть в селе, в Курманском районе. Вот. Вот что там делал? Да, я там рос. Я думал, ты Нет, рыбачил с детства. нет. В Чоле мы прожили Да. приличное время. И действительно, ну, я не могу так говорить очень, не знаю. Не, я Не понимаю, по-сельски, о чем ты да. говоришь. Да. Но на самом деле я считаю, что это вообще не влияет, если честно. Не знаю, я вот чувствую всегда, что вот это то окружение, которое было тогда на тот момент в селе, вот этот уровень общения с людьми, вот эти все шутки странные, полутюремные какие-то, Блатная. полубыдляцкие такие. Они вроде смешные были в этот момент. Ну ты же в этом был, ты же внутри был. Мы их хватали, типа, и еще, ну, типа, могли немножко, да, хватать эти шутки всякие и общаться с друг другом. Хотя нам вообще как бы не присущи были эти все шутки странные, быдляцкие. Ну да. Вот. И я до сих пор иногда могу эти слова использовать там в своем Ну, рационе. когда надо. Иногда их хочется. Из-за этого я не могу сказать, что я вот вдруг стал супер городским, супер там каким-то там. Нет. Не, ну понятно, просто ты же, получается, когда есть с чем сравнивать, как будто бы и проще оценить становится, понимаешь? Да. То есть ты когда внутри системы находишься, ты никак не можешь ее описать. А когда ты отдалился, ты такой думаешь, ну понятно, все, понял. Но мне кажется, вот у меня всегда ощущение, что крымские татары закрытые очень. Настолько закрытые. Почему? Настолько вот это ощущение, что каждый построил себе огромный забор и довольствуется тем, что у него большой забор, и он в Так, а безопасности. может быть, это необходимость? Это, понятно, это необходимость, но вот это ощущение,
у меня ощущение, что крымские татары настолько закрытые, и я сам закрытый на самом деле. Вот я сейчас говорю, я некоторые вещи отрубаю, это не скажу, это то, это. Вот. Но я когда вижу в американских фильмах кованый забор, я не понимаю, почему. Можно же дуал построить, дуал огромный 5-метровый. Это же, ну, это, мне кажется, уже какой-то нашей национальной... это не черта, это как будто бы блок, который нужно проговорить у психотерапевта, понимаешь? Но это же не просто так у нас так случилось, что мы хотим закрыться за этими заборами. Да, понятно. Это по факту так. Это по факту так. Это ну как, это чтобы выжить, да, условно, эволюционировать. Выжить, да? Да. То есть, ну, меньше информации, когда о тебе меньше знают, значит, есть какой-то шанс там. Но это, наверное, с прошлым связано как-то, да, там? Я даже не знаю, насколько прошлое, я даже могу сказать, что настоящее, это с настоящим связано. Еще как. Что если ты окружил себя любимыми людьми и себя отделил от внешней среды не очень хорошей, то тебе окей. Вот. А ты не думаешь, что это в итоге работает на разобщенность народа в общем плане? То есть каждый Конечно. сам по себе, на кластеры. Ну, я не знаю, мне кажется, просто я смотрю на всякие мероприятия крымские, которые проходят, тусовки, концерты, еще что-то. И они очень, в каком-то люди ограниченном количестве приходят. Очень. Даже на небольшую тусовку приходит там 10 там, людей, 15. И мне всегда кажется, почему так мало? Это где ты имеешь? В Крыму. Да Я- нет, почему? Да, блин. Разве? Да, По-моему, много народу ходит. там на свадьбу много народу ходит. А ты про что? Ты, ну, я понял. Вот. И я всегда думаю, наверное, вот эти заборы, которые подняли крымские татары, не позволяют даже узнать информацию, что есть концерт, что можно выехать куда-то. А может, это просто связано с настроением? Что не хочется идти на концерт? Не то настроение. Так мы же для этого джамаатимся, общаемся, собираемся. И вообще весь ислам это же про это. Прийти на намаз, джамаат, и коммуницировать между собой. Увеличить количество, ну, я сейчас переведу это, да, в другое русло. Общение, связи. И здесь то же самое. Ну, мы вышли и общаемся с людьми. Tatarlaştık, Ruslaştık, Özbekleştik biz. Bilmem de kimleştik, Nemileştik biz. Bilmem de kimleştik, Nemileştik biz. Yeşil olduk, boz olduk. Esasen kara dünyalarda doz olduk. Vatana yara, yeşil olduk, boz olduk. Esasen kara dünyalarda doz olduk. Vatana yara. Vatana yara. Asırlardan baş tarttık, kırımlaşmaktan beyazlaştık, kalmadık, kızılaşmaktan kalmadık, kırımlaşmaktan kalmadık, 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 kalmadık. Yeşil olduk, boz olduk. Esasen kara dünyalara
olduk, vatana yara. Yeşil olduk, bozulduk. Esasım kara dünyalara tozulduk, vatana yara. Vatana yara. Успех на фоне твоего выезда из Крыма, путешествия, ты для себя отмечал вообще, ну, как бы это стоило того? Вот этот выезд, он вообще стоил того? Я вот действительно не ставил на чашу весов вот эти две вещи, да, что я выехал из Крыма и что были, ну, какие-то позитивные, успешные дела, ну, какие-то проекты мои. Вот, я не ставил на чашу весов, поэтому как бы несложно сказать об этом, да.